Всем добрый вечер, друзья. Сирди Масира. Сегодня у нас суббота, 25 января. Вот дорога в аэропорт. Я вышла на прогулку. Хотела поснимать прямой эфир, но связи нет вообще. По-моему, ничего и не видно в этом эфире. Да и так, по-моему, освещение плохое. Только дорогу и видно. Это наш ипподром. Не умею настраивать камеру, чтобы снимать в темноте. Вон там светятся казармы. Это старая девятиэтажка. Здесь, кстати, раньше Амур жил, Майсаба. Учились вместе. Главный психиатр республики Ингушетия. Амур Саламашу, Лугуга, Масярга. В общем, у меня тут полчасика времени есть. Памяти свободной полчасика. Постараюсь что-нибудь поснимать. У нас идет мелкий дождик. Надеюсь, что я не полысею. Что шарфик спасет меня. Ну, посмотрим. Почему такое плохое освещение, я не знаю. Только дорога вся светится и все. Вроде же на ипподромном столько людей живет. И новостроек много. Многоэтажных домов много. Освещение не очень. Как теплые деньги будут, я обязательно поснимаю для вас город. И центральные улицы, и не очень. Я сама смотрю каналы, где просто показывают разные города. Но я люблю смотреть Питер больше всего, хотя никогда там не была. И Ростов. Этот дом через дорогу какую-то крепость напоминает. И там никто не живет. Недострой какой-то. Здесь, по-моему, футбольная площадка для детей. Тут какие-то дома тоже будут под снос, говорят. Но ничего не известно. Что будет, когда будет. Уже несколько лет говорят, что улицы Богдана Хмельницкого, вот все эти частные дома, которые по дороге все, то все будут сносить. Видимо, со временем будут строить высотки или что, не знаю. Я сейчас иду, разговариваю с вами, как будто я в прямом эфире. Ну, надеюсь, потом, кто зайдет, напишите комментарии, чуть-чуть пообщаемся. Как проходит ваш субботний вечер? Кстати, у меня сегодня горизонтальная съемка. Очень я к ней не привыкла почему-то, не знаю. Хотя ничего сложного. Когда вертикально снимаешь, во-первых, можно делать шорты. Во-вторых, когда ты идешь с телефоном, снимаешь вертикально, не так заметно. Что я там иду, может, я в WhatsApp общаюсь или кому-то отвечаю.
А когда горизонтально, конечно, видно, что явно человек что-то снимает. Здесь какое-то кафе, названия не вижу. Вот там вкусные пиндос, на заказ. Там раньше администратором работала Лариса, сестра Заремы Ростов. Сейчас не знаю, нет, по-моему. Я их особо не смотрю. Но в Ютубе попадаются. В Инстаграме не люблю. Лаборатория Гемолаб. Что за пункт, я не знаю. Кругом лаборатории. Лаб, Гемолаб, Лаб, Квест, инвитро и разные-разные. Все анализы отправляют в Москву. Здесь есть Евротест, лаборатория. Сейчас, если дойду, покажу вам. И тут более-менее освещение, да? В общем, привет ростовчанам, если меня смотрят. Очень-очень много лет я там не была. Конечно, все изменилось. Жалко, что тогда я старинную архитектуру не любила, не увлекалась ни антиквариатом, ничем. Ну, тогда не до этого было. Тут у нас война была, а там я просто здание представляла разрушенными. Видимо, последствия войны сказались на моей психике. Просто думала, как же интересно это здание будет выглядеть разрушенным. Через дорогу Сбербанк, один из офисов. Озон, что-то еще. Раньше хозяйственный магазин был. Везде плитка и асфальт, ну такие ямы. Там что не вижу. Приближать не умею. А сейчас сфоткаю, потом увеличу, посмотрю. И тут, кстати, до моей подружки недалеко. Меня пропускают. Я весь день мерзла, когда во дворе бегала. А сейчас иду, не так холодно. Это очередная новостройка. Видно вам что-нибудь или нет? Магазинчики, как-то мы с подружкой заходили, я вам показывала. Вон там интересный магазинчик. Всякие эти сувенирчики, как я люблю. Здесь лаборатория Евротест. Тоже хорошие девчата работают, направляют анализы в Москву. Я своих больных сюда присылала. Все равно люди просят принять. А я так принимать не умею, чтобы, ой, примерно какую мазь помазать, скажите. Так, ну примерно, говорю, и в аптеке скажут. Или там говорят, онлайн приема нету у вас. Ну представьте, дерматология или физиотерапия и прием онлайн, это вообще приколы. Смотришь, и то не всегда понятно, какой вид лишая. Одно похоже на другое. То ли розовый, то ли разноцветный, то ли трихопетия, то ли микроспория. Там надо смотреть, видеть, знать. Естественно, сдавать анализы. Представьте, я почти дошла до конца ипподромного. Если перейду дорогу, можно зайти к подружке в магазин. Я переходить дороги не очень люблю.
Я думала, в субботу вечером многие разъехались по селам, будет тихо, спокойно. А тут такое движение, сами видите и слышите. Ужас один. Это тоже один из старых домов. Интересно, до моей подружки далеко идти. Вот тут мы стоим через дорогу от ресторана Асса. Там часто свадьбы, всякие мероприятия проходят. Я забыла. А по-моему, мы прошли магазин Алина, где моя подружка работает. Да, тут уже большой супермаркет через дорогу. Интересно, вам что-нибудь видно, слышно? Да. А вон там, где остановка, там магазин. Здесь супермаркет раньше был. Сейчас не знаю. А давайте мы перейдем с вами дорогу. Девочки переходят. И мне надо быстренько. Всем спасибо, двери, что пропустили. Или дальше этот магазин. А сейчас я проверю. По-моему, я дошла до подружки. Да, точно. Сейчас говорят, человейники строят в Москве по реновации. Такие хорошие дома сносят. Снимают ролики. Сейчас я вам что-то интересное покажу. Что тут такое? Портреты вижу, а что написано, не вижу. Старинная машинка. Прикольная. Точно. Дошла до подушки. Сейчас она очень удивится. Но нет, это уже другое. Здесь какая-то мойка. О, котеночек. Айдамирова. Идем обратно.
Какие-то ступеньки, какие-то ямы, непонятно что. Тут какое-то здание государственное. Не вижу вывески. Портрет Путина и Ахмад Хаджи Кадырова. На камере не видно. Друзья, откуда вы меня смотрите? Пишите в комментариях. Куда-то пропала Даша. Раньше так часто писала комментарии. По-моему, с Краснодарского края. Точно не помню, боюсь ошибиться. Но она жила раньше в Грозном. Она любила смотреть улицу Розы Люксембурга. Кофе, супермаркет. Что наверху, не знаю. Теперь главная задача аккуратно добраться до дома, не упасть нигде, потому что в темноте вообще ничего тут не видно. Это ресторан Асса. Через дорогу я вам показывала. Напротив ипподромный. Друзья, не забывайте ставить лайки или дизлайки, если вам не понравилось. Пишите комментарии или ставьте просто сердечки или цветочки. Мне будет очень приятно. Здесь тоже кафе шашлычное. Много лет назад я здесь была, но мне там шашлык тогда не понравился. Слишком был жирный. Я же не люблю жирное мясо. По-моему, я наконец-то дошла до подружки. Ну точно. Мини-маркет. Друзья, увиделись с подружкой. Давно не общались. Там, конечно, общение не получилось. Люди заходят, выходят, покупают, расплачиваются. Ну, хоть увиделись. И, по-моему, с дня рождения моего даже не виделись. Так, покажу вам ипподромный через дорогу. Мигает эта красная кнопочка какая-то, 2 минуты показывает там. Что-то у меня эти прямые эфиры не получаются из-за связи или что, не знаю. Магазин какой-то.
Сбербанк, естественно, уже не работает. 11 808. Ну, эти кассы работают. Здесь надо аккуратненько. Так, боюсь упасть. Так, вот мы с вами по той стороне шли. А сейчас идем прямо напротив. Тут, конечно, темнота, друг молодежи. Улица Айдамирова написано. Это Богдана Хмельницкого. Старое название. Все районы, все названия поменялись. Ленинский район, сейчас Ахматовский район. Остальные я все путаю, если честно. Не одна я тут на прогулке. Мне так странно, я-то вообще вечером не выхожу. Лишь бы меня за ворота не заставили выходить. Сижу дома. Чаи гоняю, вкусняшки кушаю, сладости, выпечку. Хотя уже пора прекращать. Пора браться за ум и за правильное питание, как говорится. Но это не про меня. Как-то на днях тетя купила копченую рыбу. Я ее хотела давно, все время забывала купить на Беркуте. Ужасная тут плитка была. В итоге я 2 дня с таким удовольствием ела эту рыбу. Просто привет поджелудочной называется. И 3-й день, и сегодня я ее ела. Я уже боюсь ее есть. Но надо того вкусное, не пересоленное, ничего. В меру мягкое, в меру твердое. Просто прелесть. Я просто вспомнила, раньше, когда я работала, часто бывала на Беркуте. Я постоянно у них эту рыбку покупала. Ну, сначала она примерно рублей 350, вот так стоила. Потом 500, потом 800, теперь по 1000. И там на целую семью можно наварить картошки, отварить, вернее, картошечки, нарезать эту рыбку. Это на несколько человек хватит. Какой-то тут запах, это ужас. Неприятный. На мебельной остановке газом воняло. И здесь вообще ужасно. Кстати, дождик уже не идет. Не успела я растаять, и дождик прекратился. В общем, вы поняли, справа РТС, слева ипподромный. Мама с тетей не знают, что я вышла. Сейчас вообще удивляться. Тут меня силком не вытащить. А тут сама вышла прогуляться. Ну что-то мне на душе так плохо было. Там собак до леса. Хотела поехать в центр, говорила же, с подружкой прогуляться. Потом написала ей, говорю, Малик, погода нелетная. Давай в другой день, когда потеплее будет. Да, подружка живет на Первомайской, мы с ней работали вместе. Но сегодня решили сделать отбой. И вот я прогулялась.
Как я люблю елочки и туи. Но сейчас, наверное, не видно тут в темноте. Сейчас поближе покажу. Особенно вот эти высокие голубые ели люблю. Давайте чуть-чуть я вам сниму дорогу. В этом доме наша родственница Комета живет. И еще молодые племянники живут. 2 пацана. И много-много знакомых и друзей. Смотрите, какое движение. Хотя сейчас довольно поздно. Наверное, уже часов 8 вечера. Погнали дальше. Я хочу снимать город в прямом эфире, чтобы не загружать память свою. Но не получается. Связь ужасная и все. Хотя так у меня YouTube через мобильный интернет раньше был. Сейчас с VPN работает. VPN этот и зарядку кушает. И что-то говорят опасно. Ну, я не знаю, что там опасно. Опасного не знаю. Что? Единственное, в Сбербанк, когда заходишь, там типа выключить VPN пишут. Последний раз даже не написали. Зашла, я посмотрела. Мне Луиза, наша родственница, подарок решила сделать в денежном эквиваленте. Хотя мне неудобно. Но если бы я вернула, она бы обиделась. Красивые ворота, в темноте не видно. Здесь тоже автомойка. Тоже не может быть снегом, да? Прям интересно. Похоже на снег. Вот закончился ипподромный слева, справа наш РТС. Раньше здесь была стоянка 111 маршруток, а теперь ее перенесли. Дальше, в принципе, снимать не буду, друзья. Уже полчаса наснимала, наверное, хватит. И дальше темно. В общем, всем своим подписчикам и гостям канала желаю хорошего субботнего вечера, отличного настроения и спокойного воскресенья. Привет девчонкам с Питера. Настя, привет тебе большой. И Арина. Арина тоже поддерживает своими комментариями. А Настя приезжала даже в гости ко мне. Она у нас легкая на подъем, в отличие от меня. Главное, тогда звала меня в Питер, прилетай, приезжай. Какой там? Меня, чтобы на Беркут вытащить, это 3 солнца должно выглянуть и 3 месяца пройти. Как-нибудь поснимаю для вас еще ночной город-центр. Всем мирного неба над головой. Всем пока.